А сейчас я хочу, чтобы Асланбек нам пою. Я о нем уже говорила и представляла вам, но не удалось нам сразу начать с Асланбеком. Теперь Асланбек. Он прекрасный чтец. Надеюсь, он донет тоже ваших. Я очень рад, что сюда попал сегодня. Как-то для меня это тоже неожиданно, я вроде бы не должен был быть здесь. Но меня вытащили, вот поедем, посмотришь, как там. И просто было интересно, как живут люди, которые в определенной ситуации находятся не самые лучшие, да, вы меня простите. Я не собирался читать стихи, я хотел просто взять, подарить просто хотел подарить свои книги, все, но сейчас вот... Сделаем обязательно, только почитайте. Да, я вот решил прочитать стихотворение «Диагноз». Когда мне было 35 лет, я попал в аварию. У меня был диагноз был такой: полный разрыв поперечных нервных тканей спинного мозга поясничного отдела. То есть спинной мозг был разорван, у меня отказали ноги. Мне сказали, что я никогда больше не встану, я растение там, и я просто не поверил. Стал работать, заниматься над собой. То есть диагноз оказался, наверное, не совсем правильный. Вот я стою, я тренируюсь. Я иногда читаю это стихотворение людям, которые я увидел в инвалидной коляске. Я иногда читаю это стихотворение тем людям, которые, может быть, тоже что-то, вот диагноз, может, не совсем правильный, там какая-то надежда, может, или люди. Есть люди, которые после того, как я прочитал это стихотворение, стали работать над собой. Есть случаи, когда ребята вставали с инвалидных колясок. Я чуть-чуть отойти, наверное, да? Фонит почему? Все. Диагноз. Мне было 35, когда в палате меня приговорить, решив к кровати, без долгих и извилистых речей, диагноз выставил консилиум врачей. Пред зеркалом на кресле инвалидном сидел, оценивая внешний вид. От пояса наверх жених завидный, от пояса и ниже инвалид. Вдруг исказился мир. Немецкий пулеметчик, снаряды в небе, взрыв, советский летчик, ползущий по лесу с пробитыми ногами, по местности усыпанной врагами. В санчасти отпилили парные ноги, но он не сник и не сошел с дороги. В протезах в небо, не считаясь с болью, вернулся человек с железной волей. Исчезло все, и я очнулся. Боже, я видел знак и понял, все возможно. Включив мозги, я начал упражняться, и через месяц шевельнулись пальцы. Теперь я в зеркало смотрю уже не просто, чтобы полюбоваться волосом и ростом. В нем отражается до боли мне знакомый железный человек с железной волей. В свою очередь, я знаю людей, которые действительно трудно. Сейчас, глядя на меня из зала, можно сказать: да ладно, что он вот стоит на своих двух ногах, там, ему-то что он не поймет. Я прекрасно понимаю, что происходит. Я хочу, чтобы вы были здоровы, я хочу, чтобы вы были молоды, что, к сожалению, не всегда, то, что вообще невозможно, наверное, в жизни. Я хочу, чтобы вы были здоровы. Я хочу, чтобы вас окружали честные люди, добрые, порядочные. Мне
Мне бы хотелось, чтобы вот в пределах вот этих заведений, этого заведения, чтобы вы уважали друг друга, любили, ценили. Что бы ни происходило в доме кого-то сын, простите меня, пожалуйста, у кого-то сын, да, в доме, который не хочет видеть отца или мать, у кого-то дочка. Вас здесь много, вы вот здесь можете любить друг друга. Кто вам еще нужен, если вас кто кого-то забыли, может быть, зачем вам этот кто-то? Вот вы здесь есть. Счастья вам, удачи вам.